Всем привет, дорогие друзья, на связи как всегда Василий Дубовик. В сегодняшнем видеоролике будет продолжение, можно так сказать, вчерашнего видеоролика, который был вчера на канале, где я показывал, сколько мне принес мой ИИС, индивидуальный инвестиционный счет в Тинькофф Инвестициях, за 10 месяцев, то есть сколько он мне принес. Можете посмотреть в следующем видео полностью обзор портфеля и цифры, то есть сколько прям мне деньгами принес. Потому что цифра там не вот эта, которая за все время, вот 101 тысяча рублей, там цифра гораздо больше, потому что тут показывается некорректно. Я прям показывал вот здесь в разделе аналитика все более подробно. Ну и также я показывал и рассказывал вот по моим акциям, почем я их покупал, когда покупал, вообще какие у меня акции здесь в портфеле, какие по ним доходности. Вот, к примеру, видите, 3M Company, по ней 24% плюса. Тот же ExxonMobil минус 13,5%. Coca-Cola 34, почти 35%. То есть я про все про это рассказывал. Обязательно зайдите, посмотрите на канал. Это вчерашний ролик. Ссылку на этот ролик я также в описании под видео оставлю. Ну и в сегодняшнем видео будет продолжение ролика. На какую тему? Я вам хочу показать, то есть сделки по данному портфелю, как и обещал в вчерашнем ролике, если мы наберем 200 лайков. Вы набрали 200 лайков вчера, я просто был в шоке, вы их набрали за несколько часов, то есть я думал, ну 2-3 дня будете набирать, и то есть у меня будет время, чтобы сделать ролик для вас и вообще с ним не торопиться. С утра просыпаюсь я, значит, иду в спортзал, прихожу, смотрю, сколько лайков, лайков уже 250, то есть я был удивлен, и довольно много лайков мне действительно поставили. Спасибо вам огромное, на самом деле очень приятно, но я не ожидал то, что это будет так быстро, и то, что придется сразу же второй ролик вам вдогонку делать. Но мне не сложно, так как вы меня поддержали, обещал, если, то делаем. Потому что я обещал в прошлом ролике показать свои сделки, потому что я в этом портфеле какие-то акции продавал, какие-то покупал, плюс приходили дивиденды, то есть все вот это я вам сейчас покажу и расскажу. Так что давайте перейдем в мой кабинет в историю операций, вот в раздел события, и посмотрим все эти события. И я вам покажу, какие изменения в данном портфеле именно по сделкам по дивидендам были с момента последнего обзора. А последний обзор данного портфеля, как я уже и говорю, выходил по сделкам 15 апреля 2020 года. Сейчас момент записи данного видео 15 сентября 2020 года. То есть, как видите, 5 месяцев обзоров на сделки по данному портфелю не было. Ну и сразу краткая информация по всем этим событиям. То есть, чтобы на YouTube не ждать так долго ролик, когда мне приходят дивиденды, когда я продаю акции, когда я покупаю, всю эту информацию, то есть, которую я вам сейчас буду показывать, она уже была в телеграм-канале. Вот, к примеру, мне сегодня пришли дивиденды на этот счет. Я вам сейчас покажу дальше в ролике. Я в телеграм-канал скриншот сделал этой операции на телефоне и закинул в свой телеграм-канал. То есть люди, кто там уже подписан, они в курсе этого события, то, что мне пришли дивиденды. Так что подпишитесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, чтобы не пропускать вот эти вот важные события. Потому что, к примеру, я могу купить акцию, а обзор на данную сделку, то есть на обзор моего портфеля, на обзор моих сделок, вы только там через месяц. То есть и вы с запозданием получите, акция там уже уйдет в цене либо вниз, либо вверх. Так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну и ссылку для открытия счета в Тинькофф Инвестиции также оставлю в описании под видео, потому что по моей ссылке вы можете получить приятный бонус. Так что вам будет выгодно. Ну давайте перейдем к моим сделкам, дивидендам и событиям по портфелю. Переходим в события. Так, давайте с вами тогда начнем, наверное, с покупки. Что я покупал с момента 15 апреля? Немного покупок было. Видите, много неисполненных, так что давайте сразу скроем отмененные заявки, то есть которые не сработали, покупки не прошли по ценам, по которым я выставлял, и отлистаем до 15 апреля. Вот последний обзор был 15 апреля, я показывал, что покупал Franklin Resources. Ну и вот после 15 апреля мои следующие покупки. Первые две покупки были 1 мая 2020 года, это 10 акций Macy's и 10 акций TNT. Смотрите, Macy's, открываем сделку, чтобы более наглядно вам показывать. Цена покупки $5.68. 10 акций я купил, то есть всего отдал $56.80. То есть вот, можете видеть, все вам наглядно показываю, прям подробно, ничего не скрываю, то есть вот реально
За сколько покупаю, за столько и показываю. А то некоторые есть блогеры такие, которые сочиняют то, что вот я там купил акцию по $5, сейчас она $10, а свои сделки даже не показывают. Но это смешно, придумывать я тоже могу. Я вам стараюсь показывать свой реальный опыт, показывать вот реально свои сделки. Если я теряю деньги на какой-то инвестиции, я показываю, да, у меня там минус. Если зарабатываю, показываю, да, у меня плюс. Но тем не менее, моя стратегия дивидендная. Я всегда об этом говорю. Я инвестирую, чтобы получать дивиденды. Так что переходим в события. Вторая сделка за 1 мая, 10 акций TNT, отдал $300. Смотрим также сделку. По $30 9,5 центов за акцию покупал. 10 акций, $300 отдал, 301 даже практически. Вот такая сделочка. Под дивиденды, соответственно, я брал. Следующие покупки две были 6 мая 2020 года. 4 акции TNT и 2 акции Altria Group. Смотрите, 4 акции TNT по 28,84 уже докупал, потому что акция в цене просела. Решил 4 акции докупить на $115. Вот, такая сделка. В этот же день 2 акции Altria Group покупал. Это табачная компания по $35,8. 2 акции в принципе неплохо, потому что сейчас цена на данную акцию уже $43 примерно. То есть довольно подросла, и доходность относительно снизилась. $71 60 центов за 2 акции отдал. Следующая покупка была 7 мая 2020 года. Опять 2 акции Altria Group по 35,5. Также $71 отдал. Вот. Идем далее. Последние покупки, которые были в данном портфеле, больше не было пока что на данный момент именно покупок. 13 мая 2020 года. Последний раз я что-то покупал в данный портфель. То есть, понимаете, летом я сюда ничего не покупал. Но покупал в другие портфели. Об этом рассказывал на своем канале. На других счетах я покупал. Можете зайти на канал, посмотреть и подписаться, если вдруг еще не подписано. А то зашел в аналитику своего канала ради интереса посмотреть. И смотрю, что большинство зрителей смотрят мои видео без подписки. Ну, если смотрите, если вдруг интересно, можете поддержать меня подпиской на канал, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить видео. И также поставить лайк на данное видео, если вам не сложно. Просто мне приятно действительно смотреть, когда у меня много лайков на ролике. Вот мне вчера, к примеру, наставили за несколько часов 250 лайков. У меня улыбка до ушей была. Я был действительно рад. Большое вам спасибо еще раз. Действительно. Мне вот лайки прям мотивируют. То есть, если я вижу много лайков, я хочу делать для вас видеоролики. Потому что это, как я уже и говорил, именно на этом канале у меня самый главный мотиватор – ваши лайки. Если вы ставите лайки, я вижу вашу обратную связь, то, что вам это нравится. Ну, я записываю ролики. Это меня действительно подталкивает делать новые ролики. Ну, давайте к покупкам. 13 мая. Verizon. Смотрим. Одна акция по $55, 48 центов. Ну, даже разворачивать не будем, смысла нет, потому что одна акция была. Следующая покупка. Одна акция Colgate-Palmolive по 68,63 купил. То есть, как мы видим. Следующая покупка. 5 акций Invesco. Давайте откроем. 5 акций Invesco. За одну акцию отдал $6,75. Итог $33,75 отдал за 5 акций эти. И последняя покупка на данный момент в данном портфеле. Одна акция People United Financial. Одна акция по $10,40. Вот. Это что касательно покупок акций. Давайте сейчас вам покажу, что я продавал. А я здесь продавал акции. В телеграм-канале я об этом писал, скидывал скрины. Там, кто подписан, они об этом знают и видели. Сейчас пройдемся по продаже и далее покажу еще дивиденды, которые приходили за это время. Переходим в продажу. Вот продажа. Вот видите, 23 марта были, это в прошлых обзорах я уже показывал, сейчас смысла нет показывать. И вот были 12 августа несколько продаж. То есть вот как видите, продал одну акцию Royal Caribbean, это круизная компания, продал по $59,60. Все это я продал, сразу говорю, в плюс, то есть все продал с прибылью, ничего в минус не закрывал. Потом вышел из Messis, 19 акций продал, за это получил, как видите, $134,52, по $7,08 вышел. Вот только что вам показывал, покупал там по 5 с лишним, то есть плюс зафиксировал. Сейчас вот в условиях текущих вообще в мире, в экономике мировой, страшно держать такие акции. То есть все, что прям очень рисковое, на мой взгляд личный, я решил подпродать немного. Gap 11 акций продал, смотрите, по 15,26 за штуку. 11 акций продал, $167 получил, 168 почти. Delta Airlines тоже очень плохо у авиаперевозчиков дела идут. 3 акции по $30 30 центов продал, тоже в плюс, $90 получил.
Едем далее. 5 акций Carnival продал по 16.07. Это круизная компания, получил $80. То есть вот наглядно вам показываю. Boeing. Я покупал эту акцию за 90 с лишним долларов. То есть продал по 183, то есть плюс 100% зафиксировал. То есть по таким компаниям, видите, я немного даже спекулирую, можно так сказать. Я вот, кстати, подумываю, напишите в комментариях, я уже опрос проводил в телеграм-канале, сделать ли мне какой-то небольшой хотя бы счет спекулятивный, к примеру, закинуть туда денег, сколько не жалко. Ну, к примеру, хотя бы, ну, просто условную какую-то сумму, там, 10 или 50 тысяч рублей, или там докладывать каждый месяц и пробовать спекулировать именно акциями и посмотреть, получится ли у меня обогнать мои портфели, в которые я вкладываю пассивно. То есть вкладываю и получаю дивиденды. То есть дайте обратную связь, если стоит такое делать, то напишите в комментариях. И также сразу вас еще спрошу, а то писали в комментариях, сделать еще просили такую рубрику, чтобы я брал какую-то сумму небольшую. То есть может человек откладывать, к примеру, в неделю там 1000, 2, 3, 5 рублей и покупать акции, то есть вкладывать там фондовый рынок в акции, в облигации, еще в какие-то фонды, в ETF и так далее. Чтобы я вел такую рубрику и на примере вот таких маленьких сумм показывал бы, куда я вкладываю и какой результат по данному портфелю. На самом деле интересная очень идея, мне нравится. Если такое делать, пожалуйста, напишите также в комментариях. В общем, вот сразу у вас спрошу, потому что это в первую очередь должно быть интересно вам. Мне интересно такие ролики по фондовому рынку делать, потому что я этим занимаюсь, мне это интересно. Ну и надо, чтобы хотя бы вам что-то интересно было, так что дайте обратную связь. Едем далее. После Боинга продал 3 акции Host Hotels and Resorts, 3 акции по $11.76 за штуку, получил $35, как мы видим. Далее Kimco Realty, 13 акций продал по $12.62, $164 получил. Это REIT, фонд недвижимости. Также Host Hotels and Resorts, это тоже REIT. И вот еще потом продал вдогонку 8 акций Kimco Realty по $12,5. 8 акций, $100 ровно получил, как мы видим. Это что касательно продаж. Далее переходим к дивидендам, потому что больше событий не было. Была покупка-продажа акций, дивиденды, купонов не было, потому что тут у меня облигаций нет. Переходим в дивиденды. И также от 15 апреля смотрим, потому что тогда ролик был записан. Последние дивиденды на этом счете я показывал вам. То, что 9 апреля от Kraft Heinz приходило $2.80. И далее дивиденды вы не видели. Но кто на Telegram подписан, видели. 17 апреля приходили от CenturyLink квартальные дивиденды $1.23. 20 апреля от PPL 58 центов. Тоже квартальный дивиденд. 21 апреля приходило сразу от 3 компаний. Квартальный дивиденд от Ventas $3.33. Ежемесячный дивиденд от Realty Income 49 центов. От Host Hotels and Resort тоже квартальные пришли 42 цента. 22 апреля от Kimco Realty пришло $1.18. 30 апреля пришли от нефтяной компании дивиденды от Total $2.64. 6 мая пришли от AT&T $5.10. 7 мая пришли от Altria Group в $8.23, как видите. 15 мая от Philip Morris пришло, то есть вот это надо сложить просто, почему-то двумя платежами поступили деньги. $2.32, да, у нас получается. Тоже это все квартальные дивиденды были. 21 мая ежемесячные от Realty Income 49 центов, как обычно капнули. Также квартальные от EBVI $2.48. 22 мая British American Tobacco заплатили $3.82. 26 мая Healthpeak Properties REIT, фонд недвижимости, заплатил квартальный дивиденд $1.29. 5 июня Sabra Healthcare REIT 21 цент заплатили за квартал. Мне на мою одну акцию 8 июня от Welltower квартальные пришли $2.14. От Invesco квартальные пришли 11 июня 93 цента. Также квартальные 16 июня от Тинькова пришли $1.40. 17 июня 2 выплаты были. IBM $1.14, Pfizer $1.86, то есть это тоже квартальные. MetLife квартальные 65 центов 18 июня, ежемесячные дивиденды 19 июня от Realty Income 49 центов, то есть видите, на мою позицию 49 центов в месяц капает дивидендов.
Chevron 22 июня выплатили нефтяная компания $5 42 цента. 23 июня, смотрите, 3M выплатили $3 9 центов, CenturyLink $1.23, Макдональдс $1.75, 29 июня Shell выплатили 82 цента, 2 июля Kraft Heinz 3.08 выплатили, ExxonMobil, вот, кстати, неплохие дивиденды пришли квартальные, боюсь, что срежут, но если срежут, ничего страшного, на самом деле, буду еще докупать, нравится мне эта компания, так же, как и Chevron, две самые эффективные компании в Америке нефтяные. Видите, $9 13 центов пришло. Coca-Cola 7 июля порадовала дивидендами $1.72, 8 июля PPL 2.04, Альтрию, так как докупал, помните, вот вам только что показывал то, что в мае ее докупал, уже больше дивиденды пришли, $10.58. 20 июля, 16 июля они, вот видите, пришли, 20 июля пришли Realty.com, ежемесячные 49 центов, и Leggett Platt 28 центов. 21 июля Philip Morris заплатил вот $5.67 и 12 центов. Плюсуем, получается $5.79. Они заплатили, и Ventas $1.89. 29 июля Simon Property заплатил 2.73. 30 июля Total и Franklin Resources, то есть Total 2.74, Franklin Resources 19 центов. 6 августа уже тоже, видите, AT&T заплатил больше, так как я докупил акции и пришло больше, $10 19 центов уже пришло. От Verizon 43 цента пришло также. 19 августа Realty.com ежемесячный дивиденд 49 центов стабильно капнуло. Colgate-Palmolive 31 цент. 20 августа Эбви выплатил 2.48, People United Financial 12 центов, это все квартальные. 28 августа Тинькофф уже увеличил дивиденды, видите, пришло уже не $1.40 центов, а $2. Акции я не докупал, тоже количество 10 акций осталось, но уже пришло побольше. 31 августа British American Tobacco $4.1 заплатили, Healthpeak Properties заплатил $1.29, и вот последние дивиденды. Сейчас я вам покажу. Sabra Healthcare 3 сентября 21 цент, 7 сентября Pfizer $1.86, Invesco $1.71. Вот вчера, кстати, пришли от Полюс Золота, это я в телеграм-канале тоже постил, от Полюс Золота на мои акции пришла 1223 рубля. И сегодня, 15 сентября, в момент записи данного ролика, сегодня же он на канале и выйдет, скорее всего, пришли дивиденды от IBM и Chevron. От Chevron 5.42 и от IBM $1.14. Вот такие дивиденды с момента последнего обзора мне поступили. И вот такие у меня были сделки по покупке и продаже. Ну и обзор самого портфеля, какие у меня акции, на какие суммы, какая у него доходность и так далее. Вы все видели во вчерашнем ролике, а если еще не видели, зайдите на канал и посмотрите. Плюс ссылку на этот ролик оставлю в описании под видео. Если хотите, чтобы я дальше вам делал видеоролики, поддерживайте меня лайком. И если мы наберем на этом ролике 350 лайков, давайте такую вам цель поставлю, а то вы слишком быстро набираете лайки. И чем быстрее мы наберем эти лайки, тем быстрее я сделаю данный ролик. Если я завтра опять увижу 350 лайков, то опять сяду делать ролик для вас и буду, соответственно, записывать, что-то вам интересное рассказывать, благо много тем для записи роликов у меня имеется. Так что не поленитесь, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вдруг что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях под видео, буду рад вам помочь. На связи был Василий Дубовик, желаю всем удачи и огромнейших вот таких портфелей.